Здравствуйте, это программа «7 дней плюс». И сегодня у нас замечательный гость. Кто-то называет его татарским Федором Конюховым, кто-то удивляется его способностью покорять мир. Только в одном из последних путешествий он преодолел 45 тысяч километров, встречался с пиратами и акулами. С удовольствием представляю нашего гостя. Мореплаватель Алмаз Асхатович Алиев сегодня в нашей студии, мастер спорта, яхтенный капитан океанского плавания, руководитель парусной школы Республики Татарстан, организатор и участник 7 международных морских плаваний. Хайырлы кич. Очень романтично звучит все ваши должности, все ваши победы. Такой для женщин, наверное, такой романтический герой. По своей профессии вы штурман гражданской авиации. Ну так вышло, что стали капитаном океанского плавания. О кругосветке я читала в одном из интервью, вы мечтали лет 20. Я вообще начинал, знаете, с какой профессии? С какой? Каменщик. По Комсомольской, на Комсомольской ударной стройке начинал. Представляете, да? Вот, когда-то после школы я родился в селе Белярск, Алексеевского района. Вот. И после учебы у меня было, видимо, романтическое такое настроение. Я поступал в Каспийское военно-морское училище. Не приняли вас на плавание, да? По годам не приняли. 17 лет не было, а там 17 принимают. И куда деваться? Давайте по комсомольской путевке, и в Казань уехали. Ну и с течением времени какого-то ослужил даже в армии, и только потом пришел в авиацию. Вот. И в авиации, когда уже летал, начал заниматься парусом. Ну как вас, вот посмотрите, каменщик земля, да? Ну, да, как таковая. Но это... Потом авиация, небо. Потом капитан моря. Я не знаю, как вас штормит в этой жизни, но штормит вас замечательно. Итак, главное, ваше достижение, о котором вы всегда мечтали, это вот действительно кругосветка. В 2021 году вы обогнули землю на яхте «Милонга», преодолели 45 тысяч километров вместе с помощником Ильфатом Миннебаевым и боцманом Вилем Сагитовым. СМИ тогда очень много писали, освещала ТНВ и в новостях в программе «7 дней». Но чаще всего писали о том, что 72-летний пенсионер совершил кругосветку. Вот вас тогда это не обижало? Или наоборот, вы вдохновлялись? Смотрите, в 72 года какие способности и удивительное жизнелюбие и романтизм может проявлять человек. Ну, знаете, даже внимания не обращал вот на эти слова, на годы. Ну, каждый человек, наверное, если спросишь, себя чувствует моложе, как на самом деле и есть. И поэтому для меня это было, в принципе, нормально. В принципе, так что абсолютно без обиды, без ничего. А вы сейчас на сколько лет себя чувствуете? Вот в душе. Выглядите вы гораздо лучше. Я бы вам 72 точно не дала. Ну, да. А вот в душе? Ну, в душе комсомолец какой-то. То есть 17-18, да? Да, то есть это еще присутствует. А в принципе, вот познавать, открывать мир, путешествовать можно... С какого возраста и до какого? Вот вам сейчас сколько, Алмаз Асхатович? А мне 74. Сейчас вам 74 года. Да. Вот уже сейчас поздно или еще можно отправиться в кругосветку? Да в принципе, для кого это? Для кого моря и океан? Да нет, конечно. К нам в школу, парусную школу, приходят, начиная с детей, с 18-летних, да, и до вот моего возраста приходят. И приходят с семьями, представляете? Муж, жена, ребенок там обучается. Вот. У них в планах, естественно, дальние планы, далеко идущие планы. В принципе, никогда не поздно учиться этому. Потому что парус – это образ жизни. Это если кто парусом занимается, это совершенно другие люди. Если сравнить, значит, моторников, кто на моторных судах ходит, да, на яхтах, и парусников – это совершенно другие люди. Кто круче? Ну, конечно, парусник. Соглашусь абсолютно. А вот если бы сейчас поступило предложение, а давайте в кругосветку, и нашелся бы спонсор, и нашлась бы потрясающая яхта. Моя мечта, знаете, какая? Самая большая мечта. Вот я вокруг света, в принципе, прошел, да. Это для яхтсменов как покорение Эвереста примерно то же самое, да. Вот, ну, мечта, она остается, все равно, да, моя давняя мечта. В 1997 году я пытался ее осуществить. Вот, но тогда, наверное, помните, было падение рубля, рубль упал, да, я уже ушел с моим товарищем Салахутдинов, Ахнаф меня сопровождал, и я должен был уйти из Испании уже один в кругосветку, одиночное плавание должен был вокруг света совершить. Вот это подвело то, что вот рубль упал, и не получилось. Финансы, возможно, не позволили. Да, и потом не удалось купить там авторулевой, надо было специально, потому что отдыхать же нужно какое-то время, чтобы авторулевой какое-то время... Вы хотите отправиться в одиночку в кругосветку? Да, это у меня остается в планах, ну... Все зависит от Выше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. И, судя по всему, ваш Эверест еще окончательно не покорен. Я правильно понимаю?
Улдрабас. Знаете, в 72 года, в прошлом году, француз прошел вокруг света и выиграл гонку. У 30-летних, 35-летних выиграл. Представляете, один вокруг света прошел. Так что то есть вы хотите побить все рекорды, я так понимаю, да? Амбиции те еще у вас, я смотрю. Но у вас ведь еще, смотрите, какая сложность была в кругосветке. Вы отправились в пандемийный год. Да. При этом была хорошая дата, было 100-летие ТССР, вы отправились под флагом, да, и 30 лет путешествия вокруг Европы. Это был пандемийный год, у вас были проблемы в течение всей кругосветки из-за ковид. Насколько вот эта история ковидная подпортила впечатление либо путешественнику никогда ничего не страшно, это лишь дополнительные такие вызовы, которые только укрепляют. Знаете, вот это все плавание, оно вообще планируется, конечно, более такое растянутое должно было быть. Но на самом деле, как вы говорите, ковид подскользнул, и тем более мы опаздывали уже с выходом. Надо было попасть в определенные места, есть такие. Мы с гор, например, мы планируем проходить. Там очень опасные шторма бывают в определенное время года. И поэтому нужно подгадывать более-менее, когда погодка бывает. Вот. А здесь в связи с ковидом пришлось нам дождать оборудования, дооборудовать яхту, и с опозданием вышли немножечко. Ну, не все страны принимали, по мне. Да, не все страны принимали, да, потому что очень такие строгие запреты были. Но, несмотря на то, что мы прошли Тунис, зашли, там дальше мы в Испании, Гибралтар, Гренадины. Ну, в общем, по свету там очень много прошли. Ну, в Австралии, в принципе, нас тоже очень не пускали прям вообще. Мы же хотели там флаг передать столетие ТССР, но не удалось конкретно. Почему? Потому что очень строго австралийцы подходили к здоровью нации своей, да, вот они очень строго. Вот. И все-таки потом сжалились, и на севере Австралии, Дарвин такой есть порт, вот, в Дарвин нам разрешили зайти, мы там заправились, в принципе, все, питание закупили и пошли уже дальше. Было желание в кругосветке, ну, такие минуты слабости, тем более, когда не впускают страны, да, очень сложно зайти в порт, бросить все и на полпути отправиться обратно? У меня такого не было, чтобы бросить. Ну, конечно, настроение, конечно, падало. Да. Настроение падало, почему? Потому что, на самом деле, готовишься, вот, и не получается. А так, море, когда штормило, конечно, там, ну, приходилось работать. Но для этого мы готовимся, очень долго готовимся. И готовим яхту, техническое состояние, чтобы было нормально. И сами готовимся, и физическое состояние свое поддерживаем. И все моменты учитываются очень. Ну, но здесь характер же бывает иногда, может дать слабину. Страшно. Ну, все идет не по плану. Бывали случаи такие, что, вот, например, на самом деле списывались на берег, уходили, не выдерживали. Ну, кто по здоровью, может быть, да? Ведь и морская болезнь, она посещает всех, в принципе, я в том числе. Вот, например, первые 2 суток тяжело, просто тяжело. А потом уже привыкаешь, и все уже нормально. Кушаешь, все нормально, все хорошо. Но там же еще и физическая нагрузка все равно. Но вот какой из пройденных участков все-таки для вас был самым сложным, потребовавшим, наверное, какой-то и волевой, и физической подготовки? Ну, очень странно, конечно, но вот в этот раз я в Средиземном море уже не первый раз. Вот обычно очень спокойно было. Вот раз нас здорово там кидало, швыряло, как говорится, шторма были как раз, очень мощный шторм там прошел в Греции как раз, в Эгейском море. Вот. И было тяжеловато. В этом как раз море получили мы там поломки кое-какие, пришлось ремонтировать уже почти на ходу. Если там фотография была, там, может быть, посмотрели. Вот здесь вы просто мечта, мне кажется, абсолютно. Да, и здесь. Вот такие летучие рыбки залетают на палубы, на большие. Ну, они вот такой величины бывают. Я просто представляю, вот за вот этой красотой, за вот этими путешествиями, вот флаг ТССР, который мы видим, да, за вот этими путешествиями, на самом деле, какая сила, работа над самим собой. Конечно. Я могу назвать вот ваше решение отправиться в кругосветку, но неким вызовом самому себе и проверкой самого себя. Совершенно верно. Совершенно верно. Это, во-первых, значит, да, проверить себя, потому что на самом деле сейчас жизнь какая-то стала, ну, сами понимаете, да. Пресная, я бы сказала. Пресная, и мужчины, и женщины нас догоняют тоже. Ну, что делать? Приходится что-то там что-то придумывать. Ну, и потом просто, знаете, патриотизм, как бы не банально звучало, вот, да,
Я уже с первых, как говорится, плаваний, флаг Татарстана с собой всегда вожу. Мы везде встречаемся, и с их сменами там, и вот есть у меня даже, вот смотрите, были мы во Франции, вот такая газета там вышла. Французская газета, да? Французская газета вышла. Как ее показать нам? Да, давайте мы ее покажем. Так, вот. Так, здесь вот, здесь 2 страницы, видите, да, вот. Вот здесь вот. «Вояж де татарс», это татары пришли. Бордо. Татары пришли. Роскошный заголовок. Да. И в газете, знаете, было, да, и после этого пришла делегация к нам. Татары, оказывается, в каких-то давних годах, там, да, деды ихние, приехали, там, обосновались, и вот когда в газете вышло... То есть вы объединяли татар еще по всему миру фактически, Они увидели статью вот эту, да, и пришли со слезами на глазах, прям вот вообще. Ну, это был 93-й год как раз. Потрясающая история. Начало. Я еще хотела спросить, ну, помимо характера, физической подготовки, это же ведь еще вопрос к самой яхте, да, о которой вы говорите, вы ее готовили. Кстати, зрители знают или не знают, но вот сейчас Алмаз Асхатович сказал, что милонга переводится как... Танго? Да, аргентинское танго. Аргентинское танго. Вы посмотрите, какое название у яхты. Откуда яхта? Чей проект? Каким образом вы ее готовите? Насколько сегодня это требует еще и инженерных способностей, да, и мысли? Ну, конечно, конечно, да. Значит, эта яхта была изготовлена в Петербурге. Частная верфь там есть. Вот она, да? Вот она, да. Вот она, милонга. Ну, вот сейчас, вон, видите, 2 фигурки сразу за названием. Да, танцующий вот, танго, да. Вот, ее готовили они под себя, значит, фирма. Хотели сделать кругосветное плавание. Но у них не сошлось там с финансами, и они решили продать. И вот несколько вариантов было. Вот как раз мой ученик Ильфат Минибаев, как раз он финансировал это плавание. Вот он приобрели, его фирма приобрела вот эту яхту. Вот мы слетали, я ее принял, как бы посмотрел все полностью и сказал, что она подходит. Вот, мы ее приобрели, потом, естественно, дорабатывали очень долго. Различные там устройства вставили еще дополнительные. Но, несмотря на то, как я сказал уже, поломки нас все равно преследовали. Вот. Но это неизбежно, наверное. Ну, конечно, да, да. Естественно, надо просто их как-то исправлять. Да? Уметь исправлять. То есть, фактически, вы вообще универсалы, да? Человек, отправляющий в кругосветку? Да, совершенно верно. Яхтсмен, кстати говоря, парусник, у него, знаете, профессии сколько? Сколько? Ну, я не знаю, наверное, какие есть профессии, он все применяет. И там и химия, там и кулинария, там и физика, и метеорология. Ну, психолог в первую очередь, между прочим, да. После кругосветки вы еще представили книгу, да? «Трусцой по океану». Да, совершенно верно. Да, такое замечательное название, как будто легко, да, трусцой. Что такое пробежать трусцой? Что такое трусцой по океану? Вот о чем книга? Все-таки о путешествиях или о какой-то внутренней победе над самим собой, над обстоятельствами? Ну, на издание книги меня, конечно, подтолкнул Олег Ефимов. Вот. Я бы, конечно, может быть, даже не стал бы этим заморачиваться. Он меня подтолкнул. Давай, Алмаз Асхатович, давайте издать надо. На всю жизнь же такая, да, книжка. Вот. И в конце концов, значит, мы попросили, там Олег Корякин, журналист есть такой. Да, из моих слов, да, из моих слов, вот он написал вот эту книжечку. Вот очень такая с иллюстрациями, очень много иллюстраций. Вот. И мы ее издали. О чем эта книга? Эта книга получилась как бы о моей жизни практически, да, и автобиографическая такая, можно сказать, с одной стороны. Ну и со второй стороны, как в развитии парусного вообще туризма, парусного спорта. Ну, популяризация этого вида спорта, да, в том числе. А вот много ли таких мореплавателей, как вы? Для меня Татарстан – это нефтянка, да, где-то, это промышленность, это еще что-то. Можем ли мы претендовать, ну, на некую, ну, пусть даже российскую столицу мореплавателей в этой ситуации? Очень большой вопрос, очень интересный вопрос, вот вы затронули, да. В принципе, на самом деле у нас в Казани не так много, как я говорил уже, я зачинатель в 91 году от этих морских плаваний, но после этого, значит, и пошла волна такая, после 97 году, кстати говоря, я участвовал тоже в подготовке кругосветного плавания на яхте «Нордстар», Олег там Тюрин возглавлял, вот, прошли тоже вокруг света. И, в принципе, очень много яхтсменов таких опытных. Но сейчас я, знаете, что скажу? Пропадает какая-то вот романтика. Мы в свое время, old school, старая школа, да, мы ходили как? На своих яхтах отсюда прямо
Значит, не зря же говорят, Казань – порт 5 морей. 5 морей, конечно. Можно на юг спуститься, да, на юг через Волгу, через Ростов, Азовское, Черное море. И можно на север выйти, по Волге. Если Волгу спасут. Через Питер, да. Через Питер и по северам уже на север можно перейти, понимаете? То есть, по идее, мы имеем право на то, мы можем стать столицей мореплавателей. Вот продолжая эту тему, сейчас очень волна пошла, очень мощная. Вы, конечно, уже в курсе дела, да? Уже концепция такая принята. Ильсияр Тухватуллина, тоже моя ученица, этим делом увлеклась, тоже очень толкает эти все планы, проекты, в принципе. Ну, естественно, правительство заинтересовано, и президент наш. Это может стать дополнительным и туристическим брендом. Да, конечно, да? конечно. И с этой стороны мы Казань еще не знали. Да, и да, я надеюсь, что да. эти идеи, конечно, будут воплощены. И должен быть дух романтизма. Конечно, конечно. Как мужчина, так и женщина. А на вас глядя, если еще это сохраняет молодость, то я бы с удовольствием это поддержала. Но сейчас уже глядя на вас, я вспоминаю подвиг Асхата Зиганшина. Для меня, как для журналиста, когда-то тоже было открытие, мы делали целый материал. Вот тогда его в 60-й год баржа Т-36 была сорвана со швартовых концов и унесена в открытый океан. Дрейф неуправляемое судно продолжалось 49 дней. Спасли их уже через 49 дней американский авианосец «Кирсардж». И такое ощущение, что тогда пестрели все газеты, и французские, и американские, и так далее, о героизме Асхата Зиганшина и его команды. А сегодня у меня такое ощущение, что этот подвиг забыт, да? И память не увековечена. И вот когда мы с вами говорим, что мы можем стать столицей мореплавателей с такими большими амбициями, мне кажется, что вот эти герои, мы должны же их знать. Конечно. Я вообще восхищаюсь вот этими людьми, да, вот и про Асхата читал очень много и раньше. Высоцкий о нем песни складывал. Да, и особенно понимают люди, которые сами побывали примерно в таких условиях. У нас же тоже бывают такие условия, когда там тебя штормит, там уже и не знаешь, как говорится, как все охватить, все это и все регулировать, там, ремонтировать нужно яхту, да. Бывают такие условия очень мощные. А здесь вот, когда у них унесло, там они вообще без управления, без ничего, их несло куда-то, да. Еле кожаные ремни. Да, это вообще, же были конечно. Потрясающая сила воли, характер какой, чтобы просто взять, выжить и с уважением, и живыми прийти всему экипажу. Вот как считаете, вот насколько важно этот подвиг, я не знаю, увековечить? Нужно ли издание дополнительных книг? Что? То есть вот что бы вы хотели? То есть если мы станем столицей мореплавателей, что нужно? Музей, имена героев. Чего нам не хватает? Ну, я думаю, что, конечно, может быть, хотя бы улицу назвать в честь его имени, да, потому что у нас много улиц, очень много, да. И это ведь тоже патриотизм. Ну, конечно. Потому что это человек, наш человек, проявивший настоящие чудеса героизма. Еще такие вопросы, Алмаз Асхатович, ну, такие, может быть, где-то женские немножко, но вот что главное на корабле, кто главный? Значит... Кто главный? Ну, дома-то я понимаю, кто. Да, совершенно верно. Хороший вопрос, да? Ну, значит, во-первых, естественно, на корабле капитан главный, что он скажет, должны все выполнять. Но, естественно, есть коллегиальные решения, которые, да, можно принимать там. Вот тогда уже, естественно, советуешься со всеми членами команды и принимаешь какое-то решение. Очень большая ответственность лежит на капитане, когда, значит, набирается состав экипажа. Потому что, сами понимаете, ограниченное пространство, здесь буквально, да, здесь люди, везде должны в узком пространстве существовать. Яхта же небольшая, да? 11-метровая яхта, что там. А мы раньше ходили, у меня вот было 7,5 метров, я на нее до Гибралтара вот как раз хотел в кругосветку идти. Мы там вдвоем, правда, были, но нормально. Все-таки все хорошо. Вот. И поэтому совместимость очень должна быть. Капитан – это в первую очередь психолог. Ну да, большой. А какими еще качествами должен стать капитан? Ну, если вот сегодня мальчишки смотрят нас, как понять, а ты можешь стать капитаном или нет? Можешь ли быть ты главным на корабле и взять на себя ответственность за всю команду? Ну, по этому поводу, смотрите, у нас же еще есть и детская школа. Парусная. Вот, да. Это... ДЮСШ «Авиатор» у нас такая есть, авиатор. И вот там как раз есть отделение парусного спорта. И вот такие ребятишки, вот, это, кстати, мой сын, вот я его привел в 6 лет, вот он 6 лет, видите, самостоятельно управляет, ну, тоже капитан вот этой маленькой яхты. Вот. И что воспитывается? Здесь мужество воспитывается, самостоятельность воспитывается, потом закалка организма очень мощная. И поэтому...
Я думаю, что вот единственный еще вопрос, то, что на самом деле пока условия не совсем у нас подходящие для развития, вот даже детского, да. Детский есть у нас спорт, развивается на «Локомотиве», вот, небольшое отделение там, да. Ну, надеемся, вот Казань-Марина, когда откроется, Алла-Верса, будут все возможности. Там будет и школа, и здесь еще на Казанке хотят очень много проектов таких детских стоянок сделать. Так что я думаю, может быть... Если родители думают отдать ли ребенка в парусный спорт, это только для мальчиков? Нет, конечно. Или... Я не видела девочку-капитана. Алла Сказать, извините, не видела. Может ли девочка быть капитаном? И вообще конечно, у нас есть экипаж полностью женский. Это в Зеленогорске, Мадина Ислам-Гараева зовут. Вот у нее полностью женский экипаж. И они в гонках участвуют, в регатах, как и мы. Вспоминаю фильм «Берегите женщин» советский и Антонова. То есть, в принципе, это спорт для всех. Да. И не имеющий возраста. Да, и даже для инвалидов можно. В принципе, по идее это, да. У нас были такие, что мы приглашали инвалидов просто в экипаж. Ну, а почему нет? Пусть они же тоже люди, хотят почувствовать, что это такое. Помимо таких вот сложной подготовки, это же все-таки спорт очень дорогой или нет? Ну нет, у нас... Может это напугать родителей, например? Да, вот некоторых пугает, конечно, да. У нас же так сложилось такое мнение, что вот яхты там... Только для богатых, да? Олигархов там все, очень дорого все. Вот. Если мы начинаем с детского спорта, да, все бесплатно, обучение бесплатно, пожалуйста. Единственное, там нужно только на экипировку приходится все равно родителям там складываться где-то. Вот. А в дальнейшем, в принципе, не так дорогие у нас яхты уже. Вот, если вы будете в яхт-клубе, приходите к нам в яхт-клуб, увидите. Там старенькие яхты в основном. Вот. И люди простые совершенно, не какими-то олигархи там. То есть, вот. Если есть желание, да, то возможности, конечно, у нас здесь присутствуют. А вот, в принципе, вот это ваше желание, ваш романтизм основывается на том, что я хочу посмотреть мир, или все-таки у ваших путешествий есть еще какая-то сверхзадача, сверхцель? Вот где-то вот ваше внутреннее. Ну, во-первых, значит, я, в принципе, как я говорил, уже с детства у меня была тяга. Вот, не зря я поступал в морское училище, да? Видимо, романтика какой-то была где-то из-за села. Вот. И потом в авиации, когда попал, я любил очень такие рейсы по неизведанным портам, районам. Я не любил такие однообразные рейсы, например, Казань-Москва, 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 что-то такое. Вот. И потом, даже, может быть, я из авиации ушел из-за этого, потерялась какая-то часть романтики какой-то, понимаете? Когда вот по одному маршруту мотаешься, да, ну, знаете, надоедает. Вот. И ушел вот в парусе, когда в парусе ходил, тоже, в принципе, да, вот любил. Мы видим вас. Да, да. Любил. Да, вот этот самый мощный самолет, Ил-14, вот такой самолет. Вот. И тоже в парусе тоже любил очень. И не зря я начал вот эти международные морские плавания организовывать. Вот. С помощью тогда был у нас общество «Ватан». Там, значит, тогда в то время их возглавлял Дамир Гисметдинов, ныне покойный. Вот, значит, так, да, кто еще там был? Так, забыл уже. Вот. Значит, и тогда мы, вот когда первые плавания организовали уже, мы пошли уже по морям ходить. Это в то время тоже Фарид Эфенди Бичури такой у нас соотечественник за рубежом в Стамбуле. Вот он очень здорово помог. И, в принципе, была романтика. Мы ходили, вот когда вокруг Европы сходили, да, мы пришли в Англию, съездили в Лондон, там ни одной у нас не было ни визы, ничего. Представляете, в то время? А сейчас вы попробуйте. Сейчас это невозможно. И вот сейчас вот немножечко теряется романтика, понимаете? Для того, потому что очень много вот таких процессов юридических, документальных. Да, очень много, и потом, видите, события различные там случаются. И поэтому а какое море или океан самое красивое у нас? Вы знаете, вот я первое плавание у меня было в 89 году, это на Японском море, Кубок залива Петра Великого. Вот, мы до находки шли. Вот я тогда первый раз, в принципе, в море ходил. Ну, для меня, в принципе, как навигация, так ничего особенного не представляла. А вот красота, конечно. И море очень богатое, планктоном. Вот первый раз мы видели, представляете, лодка примерно идет, такой предрассветной такой дымки.
Вот. И внизу вспыхивает все. Яхта заходит в планктон, трется планктон друг от друга и вспыхивает. Такое впечатление, как будто бы вот ночью видели гроза, когда облако вот такое, вот так вот. А это под тобой. То есть это как первая любовь, получается, в вашей японской море. Страшно, красиво. Хорошо. Вот. И киты еще потом. Это планктон, представляете, киты начали. Тоже хочу путешествовать, Алмаз Аскатович. В завершении очень коротко. Последний вопрос. Женщин на корабле. К несчастью? Да, я же сказал, уже эту тему немножечко затронули. В принципе, к этому сейчас мы относимся нормально, положительно. Есть женские экипажи. Если, конечно, бывает, из рассказов я знаю, что бывает яблоко раздора, да, такое. Но она бывает, к несчастью, и дома в том числе. То есть не во всех случаях. Я благодарю, что пришли сегодня к нам. Я надеюсь, что популяризация этого вида спорта придет. И Казань станет все-таки не только портом 5 морей, но и столицей мореплавателей. Спасибо, удачи. И пусть исполнится покорять и новые вершины. Спасибо.